чуточку другие, просто другие. Не лепшие, не хужейшие, а просто другие. Полька-бабочка. Теперь глядите Лявоника. В большей региону танцуете так, как и у нас, идущий вперед. Раз, два, три. Трошечки ножка выносите вперед. И все. И мы идем. Давайте попробуем попробовать. Один момент. Пока мало материала, чтобы сказать, что по всей Беларуси, поэтому говорю, что на Любанщине, чим старейший танец, тим частей его починают обидва партнеры с правой ноги. И вот это выраз, помните про белорусов, что кажут, все на солому, да, и шли в армию, и яны не путали право-лево. Им было тяжко починать с левой, потому что все життя у нас починается с правой ноги. Они просто потрапляли у 20 годов в армию, коли уже перегукивать тяжко. Я до сих пор путаю право-лево. Но у меня другая причина. Слабоумие. Хорошо. Пробуем Лявоник. Лявоник. А теперь глядите, мы не просто идем, не, мы пока не танцуем, мы давайте руку попробуем попустим. Я бачу много знакомых, которые уже то, что я говорю, давно ведают, дякую Богу. Вот глядите, что повинно быть у Лявоніся. У кожного танца есть своя, как это правильно, своя простору, которую он займає у час його виконання. Видите, вот, коли песню починають співати, то вам просто уявить. Одразу вона обдимає нечто, да? Коли песня гучная, мощная, то больше просторы захапливает. Коли такая тихенькая, то менее. Але все равно не вот так освоивая такой простор, так и танец. Один побач танцуется прямо вот рядом, а другие потребуют, чтобы целый солнце еще щало вовнять. Вот Лявоніка довольно старожитный танец, не довольно, самый старожитный танец. И есть варианты его от карагодного до кадрыльного, то есть все типы танцевания. И вот этот вот момент мы повинны Лявонікой займать всю простору. Не стараться танцевать на месте, а просто як рухаться, як, не знаю, як вибух. І увесь час робити це наперед. Мені нагадує, хто пам'ятає зі сцени, це от гапак український. От прикладно, але вони там летять над сценою, а ми повинні над нею гуляти. Ви ж пам'ятаєте, так? Ми нічого не танцюємо, ми все гуляємо. Поэтому не старайтесь на месте, стараемся вперед идти. Казалось, мы робим один крок и два добогоняем. Вот я пройшла и дайте споглядати дома. А може я у болоті. Вот как это. Ну, фактично треба можна було і так. А треба раз и весь час подсидеть, так проверить себе. И, ой, сподница ж как не дай бог. А еще фартух, а еще на голове. Як этой женщины жили ранее, не знаю. И еще один момент. Вот зараз матлет. Мы уже спробовали, но просто для прикладу. Тройный приток и вот та самая дробная полька. Основный круг танца матлет. Наташа, ты где? Матлет. Давайте на месте вот этой руку. Можно матлет еще раз. Людям казать, которые сидят у компьютера, которые девчата носят уже не спадницы, а штаны. Вот
Кто мне не верит, поспробуйте. Один раз одеть сапраўдны андарак. Ведаеце, что там усе складки починаюцца адсюль і ідуць усе на спину. Вельмі часто там до 6 метров тканины домотканной. Да, и коли одеть кашолю, заправить ее спадницу, то спина не может быть такой. И она сама туда станет. И вот этот вот момент, разумеете, это мужику можно быть таким. И крюком над девчиной можно. Это все для мужиков приемлемо, хотя не треба, спина болит ходить. А вот девчина повинна быть и не выпячивать, и в той же час и ровной быть, да? Разумеете, да? Як-то казала баба Паша, а не дети тут. Треба себе нясти, а не вот гэтым органом трасти. Вот, не, это... Бывает грубовато, але, видите, такой час настал, что в белорусской мове ни с того ни с сего з'явилася куча дрэнных слов, которые, например, моя бабуля сказала, чего это? Робить не соромно, а говорить стороно. И много таких слов стало. Но это мы так изменяем свою мову. Давайте зараз, коли ласка, на месте еще раз матлет, Василий Ильич, у нашем темпе куда-то. Старайтесь на месте, а спинку держать. Хорошо. Беремся на пары и будем так идти от больше простых танцев до больше складанных. Так? Давайте начнем с польки бабочки. Ага. Мужчины руку вот эту тримают, а не ложат на спину. Не вешайтесь на девчат. Ага. И поглядите на нас, коли ласка. Есть два момента для нашей польки характерные. Могилевской чи нашу танцевать? Нашу, да? Добре. Я, на жаль, Могилевской не памятаю зараз. Мы идем управо, улево, управо, улево. Ага, стоп. Я не ведаєте этот агулом, але ведайте, як завжди кажу. Треба спочатку поглядіти, як пісню. Треба спочатку почути, а потім співати. Так танці треба спочатку побачити, а потім його танцювати. Ну ви ж ведаєте со школи, що виправляти помилки тяжей, чим одразу зробити правильно. Вот, поглядите спочатку. Так, мы идем. Ну, не, Василий, мы без музыки. Раз, два, три, четыре. И раз. Это тут. Отворачиваемся. Девчина стоит спиной в круг и хлопец. Мы вот стояли по полу, теперь вот так отворачиваемся. И правыми ножками. Раз, два, три. Раз, два. Вот это опошний поворот, заместь четвертого притопа, это не обовязково. Можно четвертый раз дробить то и самое. Это уже той, кто по набору с крутым делцам. Можно робить, можно не робить. Девочки, пройдите сюда, тут место. Как у пары были. Как, ну, как тут круглым. Я прошу вас сюда. Пройдите вот сюда. Людей мало? Места много. Да, видите что? Должны стараться, как... Ну, тут, конечно, помешкание вытянутое. Але старались так, чтобы круг был ровный. Как пара для пары была недалеко. Або не. Вот за этим сочили. И не близко, и недалеко. Ну вот, некие такие. Например, когда танцуют 4 пары, то это докладно крыша. Сектори вот эти. Чему? Круг – это некая магия сутыкнения земли и неба. А мы между ними посредники. Ну это так, коли так говорить. А есть вельми простей. На лавках сидят бабы, которые завтра по всему селу скажут. Манька с Гришком круга держать не умеет, як танцуют, так и працевать. Правда? У нас, например, у вёсці завжди казали, навчися танцевать, а гора горовать життя навчиш. Так что все треба было уметь, как поспехово выйти замуж. Вот именно.
манеру. Вот знаете что, вот ставил пару, да, все руки правильные, все хорошо, и поехали. Цыганы, а не белорусы. Все вот это, я не знаю, это все нонсенс. Это можно было у барыни. Причем барыни на вёску танцевало 5-6 человек, не более. Многие сторонники выходят. И могли танцевать або вельми старые мужчины, або уже вельми смелые девки, которые замуж не пустят. Потому что там есть рухи, которые недозволительны. Но была барыня просто и барыня под рассказ. Я сейчас скажу вам про эту барыню под рассказ. Уже совсем такие. Причем и такие апофеозы этой барыни под рассказ, это Гомельская область, войска Столбун. Вот там просто классично все. Вот до того, как у новинок. Выпихивали на барыню таких женщин, которые вообще новины расскажут, пока открывают придет. Телевизора не было. Поэтому стараемся побач и вот не скачем. И не вставайте на пяточку. Вот фактично вот это весь танчик. Вот вы сказали, как хорошо танцуете. И мы. И в тот же час стараемся, что попробуем круг держать. И есть варианты этого танца по-розному, например, на Вичерщине там на угол вот это вот так вот. Вот это руку. Да, назад. Раз, два. Ну это регионально, да? Теперь я вот что прошу вас. Обовязково отворачиваемся с круга. Переробим вот эти руки. Иначе пораним ноги соседа. Когда сказать еще раз польку бабочку и стараемся держать руку. Вот вы запомнили, куда вы идете, да? Треба повторить рух того, кто перед вами. Не залезьте куда-то. Мне кажется, кто-то где-то один танцует, нет? У кого пары нема? Всех есть? Аномалия. Идут против хода сонця, против годинникової стрелки. Хлопці стоять у крузі. І щоб починати правою ногою, треба починати просто з круга. Ну еще воно стане на месте. Ну можно поворотом приспособиться. Теперь есть на вёсках танцы, которые вельми любили. Подиспан доселе все знают, правда? Хотя был подиспан довоенный, которые танцевали не так, как после войны стали танцевать. По крайней мере у нас так кажут, что был довоенный. Некоторые кажут, что это не подиспан, а полесский вальс. Но это той же самый подиспан, просто назва другая. Вот это набор подиспан, полька, бабочка, полька, або и сюда уходит несколько там полек. Как у нас колхозница, дробная, тросуха и просто полька, вальс, карапет
і краковяк. Гэтыя танцы яшчэ і цяпер можна. Ну той, каму трошки больш за 60, амаль што ўсе будзе ведаць. Ну, на вёсках. Гэта такі набор, который танцевали все. Давайте попробуем тогда краковяк, да? Теперь я вот что пропоную. У краковяка, як бы, рух ідзе звычайнай полькай. Раз, два, три. Раз, два, три. Но нам ничего не замінає танцевать это дробно. И он еще и пригожейший станет. Причем той вариант, который зараз я вам буду показывать, краковяка, это Могилевская область, Мстиславский район. Это родина Тихановского. 4 польки. 4 колена. Василий, наиграйте, пожалуйста. И мы покажем, что было красиво вместе. Другое. Назад вельми тяжко вот этой польцы. Треба поспеть сориентоваться. Поэтому мы можем идти увесь час в один бок пока. Но вы знаете, что ходили и туда, я не помню, как Тёска называется. Мстиславский район, я Тёска. Ой, не вспомню, скажу. У нас же есть и Могилевец, Владимир Александрович Тихановский, вот и он у нас пилатный чудовный, и он этот танец показывал, так? Как ласка. И от початку что мы робим? Мы как бы стоим вот один к другому и начинаем раскрывать эту книжку, отворачиваться. Посварились, планировались. Ага, стоп! И вот эту статую Мухиной робить не надо. Да. Фактично все неплохо, но хочется, как было лепей, да? Вот тут разумели, все нормально. Отворачиваемся так легенько. Вот теперь разбираемся с подбивочкой. Раз и два, раз. Раз и два. А теперь ведем девчину. Видите сюда, хлопцы. Не она сама крутится, а я ее поворачиваю. Вот она, конечно, крутится. Но я просто ей командую. Раз, два, три, раз, два, три. Не вот так вот, как бывает, у матлёці так крутится. Тут есть вроде поворот, но в той же час есть свои такие маленькие нюансы. Раз и два. Я ее веду за собой. Вот. Надо же кругом поглядеть, где хорошо. Может, естественно, сподниться, я не знаю. И у час гэтага поворота, ну я шуткую, как у вас поднейки были зацепки. У час гэтага поворота мужчина мог выраблять что-нибудь еще. Это не обовязково. Это только той, кто мог и поспевал. Можно было просто пройти травинку эту. Некоторые на вот просто шли. По-розному было. И теперь с полькой. Василий, почекайте. Вот мы взяли эту польку, да? Там есть у конца поворот и початок. Мы одразу в польку не кидаем. Раз, два. И только после пританцеваться. І от гэтый поворот, його можна не робити, можна просто раз і поміняти руку. Але ён дозволяє, що зробити раз і перехопити. І все дальше пошло. Это хитрость такая. Вот смотрите, можно с поворотом в конце, а можно просто мы дотанцевали и перехопили руку. И пошли снова. Можно.
Зараз спробуем лявонику. Я показываю кругом нашу лявонику Любанскую, причем это лявоника, которую меня научила моя бабуля Марыля. Звездский пласток Любанского района. И она и складаная, ну и в той же час, видите, як у математики. Коли знаешь, так все легко, коли не знаешь, тоже не дай бог. У нашем варианте ложится рука сверху мужчинская. Я ведаю, коли есть наоборот, колено снизу. Это, снова-таки, регионально. Вот, у нашем сверху. И, значит, идем кроком лявоники. Кто еще ведает? Кто же ведает? Не хочет. Я хочу вот что. Я ведаю, что так простей. Коли побачу один раз, потом легко танцевать. Надя, вы знаете, хотите до нас? Сторонние. Долгая проходка. Вот фактично и все, да? Мы с вами зараз выучим связку, и вы будете ее танцевать легко. Мы стоим вот так. После проходки поворачиваемся один до другого твариками, робим приток. Раз, два, три. Стоим лицом один к другому. Теперь кожный идет вправо. Мы стоим паром один до другого, поэтому кожно свое право. Девчата свое. Мы не просто идем по повороту. Смотрите, да? Раз, два, три. И раз, два, три. Другой подход. Раз, два, три. И раз, два, три. Раз, два, три. Давайте отсюда. Поворачиваемся к позиции, пока не музыки. Раз, два, три. Идем мы справа. И раз, два, три. И раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И раз, два, три. Теперь. Той, кто в кругу, иди с круга, а той, кто за кругом, иди в круг. Сустракаемся правыми плечами. Идем и. Нет, мы не сустракаемся правыми. Идем и. Раз, два, три. И раз, два, три. Стоп. Вот стоим, як стали. Никуда не поворачивайтесь. Спиной, так как и шли. Назад идем под левую руку. Крышечка входит через другого. Раз, два, три. И раз, два, три. Теперь беремся правыми руками и идем уперед. Можно уперед идти по кругу. И раз, два, три. И раз, два, три. А назад идем спиной. Раз, два, три. И раз, два, три. Все подмерковые, теперь мне послухайте, бо я поеду до дома мужиков. Я не могу подтумачить, бо вы шумите. Но это говорит про то, что вам подобается, конечно. Да? Вот теперь глядите, что тут есть такой маленький момент. Вот мы, конечно, вели приток. Раз, два, три. Отходим у боки так, как мы не дошли до бабы Маши, а чтобы мы пришли до соседки Толи. И вот эта вот амплитуда зависит от того, сколько пар есть. Больше и меньше, так? Вот колено попа, что я попа что-то и роблю. И вот так вот, назад пришли. Теперь обовязково под правую. Раз, два, три. И раз, два, три. Под левую. Вот тут. Раз и два. Раз и два. Назад. И вот тут маленькая хитрость. Пока хлопец стукає, раз, два, три. Дівчина поворачується, як все спочатку почалося. І вона ж ось так стояла. Раз, два, три. И она может и не достукивать, потому что треба повернуться. Не знаю, как девушки подпевают, стукают. Можно, да? Ясно. Зразумели, так? Але есть маленькая хитрость. У гэтай лявонікі, у гэтага варыянта вельмі доўгая праходка. Першы раз яна доўгая, а другі раз карацейшая. Потому что вся хореография ровно в квадрат музычный не укладывается. Я так говорю, не разумеете? Да. Мы фактично, когда дотанцовываем вот эту деталь, и найдем уже новую фразу. Это уже повинен был бы быть уже проходка. А мы это дотанцовываем и идем
не з початку фрази, а кришечку там ніде з третьої частки. Ну, я, звичайно, не звертаю на це увагу, я не лічу раз, два, три. Я музику слухаю. Ну, іноді фонетику. Идем, идем, идем. Вот так. Под рукой. Можно маленькую хвилинку уваги. У гэтым танце есть рух, который не характерный. Он сустракаецца у нас, например, только один раз и только у Лявоніся. Вот когда девчата крутятся под рукой, они поднимают руку вот так. И вот, ее треба поднять, але знаете что? Вот так солнце не видно. Вот так уже вельми высоко. Вот как бы от солнца закрыться долонью. Вот таким чином надо поднимать. Причем это робят только девки, хлопцы это так не робили. Хлопцы прибирают руку або назад, або на пояс. И причем этот рух настолько не характерный, что часто кажут, что мы его сами придумали. Поэтому я говорю, давайте поднимем бабу Марилю и запитаем. Ці она сама придумала, ці так це правди робили. Ну, наша лёска цікавая, там было шмат хуторов навоколицы, поэтому, может, информация расходится по-разному. На одном хуторе было, на другом и не было. Спробуем крутить. Раз, два, три, и раз, два, три. Ай,